Сегодня в Верховном суде республики огласили приговор по уголовному делу, получившему широкий общественный резонанс. Речь идет о тройном убийстве, совершенном летом прошлого года в Ленском районе. Как было совершено убийство и какой приговор вынесут, расскажет Виталий Абрамов. 10 июля прошлого года на берегу реки Нюя компания молодых людей, в составе которой и был Василий Павленко, распивали спиртные напитки. Ночью, прогуливаясь по берегу, он увидел мужчину с женщиной и подошел к ним. Попросил закурить, сказали нету, разговаривали. Потом начали на меня выступать, ругать мужчины, прогонять меня отсюда. Во время этого всплыла информация о том, что якобы сын жертв в 2003 году убил отца обвиняемого. После этого, вернувшись обратно к себе в лагерь, Павленко вооружился ножом и направился обратно к своим обидчикам, в результате чего завязалась драка. Он на меня напал, получается, начал руками светить, вот живот, сразу первый удар я нанес. Тут уже он начал на меня падать, я упер плечо рукой и уже... Позже на теле первой жертвы эксперты насчитают не менее 16 ударов ножом по различным частям туловища. Далее убийца переключился уже на женщину. Подсудимый несколько раз ударил женщину в целях сокрытия убийства, столкнул ее в воду, утопил, наступив ногой на голову. Расправившись с двумя людьми, Павленко забрал с места преступления болотники и спиннинги. И, видимо, уже в кровавом угаре направился к другим участникам компании потерпевших, которые спали в палатках и в автомобилях. В поисках ценных вещей он начал обыскивать лагерь. Открыл дверь, посмотрел, женщина открыла глаза. Я ножом резко ударил 2 раза. Первоначально подозреваемым в совершении данного преступления являлись все лица, присутствующие в тот день на берегу реки. Но почти сразу же была установлена причастность подсудимого. Однако злоумышленник имитировал свой суицид путем утопления в воде. Он написал предсмертную записку и скрылся в тайге. В ходе грамотно спланированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено. Злоумышленник задержан и помещен под стражу. В суде Павленко свою вину не признал и пытался выдвигать версии о показании на него давления. Однако совокупность неопровержимых доказательств не смогла переубедить присяжных и Верховный суд. Путем полного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить 22 года лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Павленко остался несогласным с данным вердиктом и собирается обжаловать его. Виталий Абрамов, Юрий Филиппов и Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.